Все говорят, что Кашгар – это рай для уличной фотографии. Но на деле, после съемок мы поняли, что Кашгар – это не только рай для уличной фотографии. Это еще и рай для портретной съемки. В этом выпуске мы расскажем про феноменальный расцвет уйгурской культуры. Мы с фотоаппаратом обошли весь старый город Кашгар, его улочки, вековые старые жилища, квартал Гаатай, а также ту кофейню, где уйгурская мегазвезда Дильраба снималась для фотосессии. И получили множество классных кадров. Приглашаем вас прогуляться с нами и прочувствовать древнюю уйгурскую историю и культуру. Туристический бум в уйгурской автономии за последние 3 года стал одним из главных трендов Китая. В 2023 году уйгурскую автономию посетило 265 миллионов туристов. В 2024 году количество туристов достигло 302 миллионов. В 2025 году уже 323 миллиона туристов. Главной туристической Меккой стал древний Кашгар. В 2023 году его посетили более 33 миллионов туристов. Уже через год поток вырос почти до 42 миллионов, а доходы от туризма достигли 50 миллиардов долларов. Рост продолжился и в 2025 году. Более 44 миллионов туристов, а доходы превысили 56 миллиардов долларов. Однако самое удивительное даже не огромные цифры дохода от туризма, а уйгурский массовый тренд в китайских социальных сетях, в первую очередь в Даинь, китайском ТикТоке. Хэштеги с Кашгаром и уйгурской культурой набирают миллиарды просмотров. Феномен этого тренда прост. Он превращает миллионы китайских туристов в фанатов уйгурской культуры и уйгурской кухни. Ключевое слово китайского туриста – люйпай – фотосъемка во время путешествия. Но в Кашгаре это не просто фотосессия, это полное погружение в образ. Суть тренда – превратиться из девушки Хань из внутренних районов Китая в настоящую уйгурку в национальном уйгурском наряде. А для мужчин Хань – попробовать как можно больше уйгурских блюд. Что стоит за этим трендом? Первый фактор – эффект Дильрабы. Когда уйгурская мегазвезда Дильраба появилась на сцене новогоднего шоу китайского ТВ в 2024 году в Кашгаре в традиционном уйгурском платье из узорчатого шелка атлас, это стало точкой взрыва особого интереса китайских женщин к уйгурской национальной одежде. Теперь сделать фото в наряде, как у Дильрабы, это обязательный пункт программы для миллион китайских девушек, приезжающих в Кашгар. Второй фактор – взрывной рост уйгурской туристической индустрии. В 2020 году во всем старом городе Кашгар было всего 3 профессиональные фотостудии, предлагающих костюмированные фотосессии. А сегодня их уже более 160. В этой индустрии занято более 2000 уйгуров, а ее годовой оборот оценивается в 36 миллионов долларов. В высокий сезон одна студия может обслуживать до 40-50 клиентов в день. Третий фактор – иммерсивный опыт. Туристические компании активно продают этот образ. В описаниях Кашгар предстает как древняя столица шелкового пути, где можно пройтись по лабиринтам древних улочек, почувствовать дыхание истории и сделать сотни уникальных кадров в образе уйгурской принцессы. Вам предложат не просто фотосессию, а полный образ, яркое уйгурское платье, изящные головные уборы, макияж. В итоге это становится не просто снимком, а образом древней уйгурской истории и культуры, которые тут же выкладывают в китайские соцсети, запуская новый вирусный цикл. Если ты не был в Кашгаре, ты не был в уйгурской автономии и ты не в тренде. И новые сотни тысяч и миллионов китайских туристов устремляются в уйгурскую автономию. Итак, что мы видим? Уйгурская культура в древнем Кашгаре стала самым модным трендом в Китае, потому что она смогла объединить в себе 3 важнейшие составляющие. Первое – глубина уйгурской истории, которую можно потрогать руками. Второе – инфраструктура туризма, которая делает это путешествие комфортным и доступным. И третье – сила социальных сетей, которая превращает любое посещение в яркий контент. Сегодня Кашгар – это не просто древний уйгурский город в сердце шелкового пути. Это главная декорация и самая модная фотостудия Китая, где каждый может примерить на себя образ из восточной сказки. Но за этой эстетикой глянца и вспышками камер скрывается нечто гораздо более глубокое. Уйгурские наряды, которую примеряют туристки, это не просто красивый реквизит. Каждый элемент традиционного уйгурского костюма несет в себе вековую философию и символизм. Возьмем, к примеру, знаменитый чипан,
или женские платья из атласа с шелковым узором. Этот принт с его характерными, плавными, перетекающими линиями создается древней техникой резервного крошения по утку, известной как абрбанди, что переводится как «связывающие облака». Каждый узор на ткани – это закодированное послание, пожелание плодородия, защиты в дороге или благополучия в доме. Уйгурские мастера по сей день передают секреты этого ремесла из поколения в поколение, сохраняя подлинный дух мастеров древнего шелкового пути. Интересно наблюдать, как через моду происходит культурный диалог между уйгурками и китаянками. Ханьские девушки, облачаясь в традиционные уйгурские наряды, начинают интересоваться историей уйгуров, музыкой мукамов и архитектурой старого Кашгара, стирая барьеры и становясь фанатами уйгурской культуры. Этот процесс уже давно перерос рамки красивых фотографий. В последние годы Кашгар переживает настоящий ренессанс институциональной культуры. Музеи и культурные центры уйгурской автономии перестали быть скучными хранилищами древностей. Сегодня это современные интерактивные пространства, где каждый артефакт древней уйгурской цивилизации, определяющий развитие Великого Шелкового пути, оцифрован и распространяется с помощью современных технологий. Экспозиции древней керамики, ювелирного искусства и традиционных ткацких станков привлекают сотни тысяч посетителей, желающих понять глубокий исторический контекст древней уйгурской цивилизации. Не меньше фурор производят и живые выступления. Традиционная уйгурская музыка и в первую очередь величественные 12 мукамов, монументальный цикл классических песен и танцев, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, зазвучали на совершенно новой сцене. Концертные площадки и традиционные чайханы Кашгара собирают полные залы. Туристы со всего Китая приходят туда не просто послушать экзотические мелодии, а прочувствовать всю глубину и сложную ритмику этого древнего искусства, исполняемого на традиционных уйгурских инструментах. Конечно, коммерциализация древних традиций вызывает негативные оценки западной пропаганды, которая хочет видеть в этом лишь поверхностный карнавал для социальных сетей. Но историки отмечают главное – именно благодаря этому экономическому и туристическому буму материальное и нематериальное наследие уйгурской автономии получило колоссальные средства на сохранение уйгурской культуры. Реставрируются глинобитные тысячелетние строения старого города, а древние уйгурские песни продолжают звучать на улицах. Кашгар доказал удивительную вещь – уйгурская культура продолжает жить, адаптируясь к цифровой эпохе и при этом оставаться верной своим историческим корням. Уйгурская культура показала пример того, как древнее наследие может зазвучать на новом уровне, понятном миллионам людей по всему миру. Это мост, перекинутый из глубины веков прямо в ленты современных соцсетей. История и культура уйгурского народа получила новый, современный механизм развития и популяризации. История уйгуров пишется прямо сейчас, на улочках старого Кашгара под вспышки камер нового поколения и невиданного распространения в социальных сетях. И самое главное, уйгурская культура востребована у сотен миллионов туристов.